Стартовала пора выпускных экзаменов в школах. Скоро в вузы. Какие направления выбирают молодые люди? Традиционно популярные юристы и экономисты, но постепенно приоритеты меняются в пользу технической специальности. В лидеры выбиваются IT-сфера и медицина. О тенденциях в сфере выбора профессий выпускниками поговорим с заместителем министра просвещения Абхазии Адой Кварчелия. В школах Абхазии прозвенел последний звонок, и впереди экзамены выпускные, а потом поступление в вузы. Наверняка многие молодые люди уже определились со своей будущей профессией. Я бы хотела узнать, какая тенденция вот в этой сфере, какие профессии выбирают молодые люди. По-прежнему ли вот этот дисбаланс между гуманитарными профессиями и техническими существует? Идут ли на электромонтеров, на инженеров, да, на строителей? В этом году окончило выпускные классы 1900 детей. Из них по статистике в основном 500-600 детей обычно поступает в среднем в наш Абхазский государственный университет. Вот. Некоторые, 110 квот в этом году было по линии Россотрудничества, и все 110 квот было освоено. Знаете, ситуация, конечно, изменилась. С развитием современных технологий и вообще глобальной такой цифровизации мира, конечно, приоритет сегодня отдают по направлению в сфере IT-технологий. Там, конечно, очень такие сильные дети тоже поступают туда. И количество их из года в год увеличивается. На втором месте, можно так сказать, это, конечно, медицина. Это медицинские специальности, это лечебное дело, там, стоматология. Ну, мы стараемся в основном как бы дать заявку на лечебное дело, там это бакалавриат, потом ординатура и далее аспирантура, но тем не менее тоже очень много детей, наших выпускников, которые поступают, хотят поступить, и многие из них уже поступили в медицинские вузы. Надо отметить, что это, правда, очень подготовленные дети, которые видно, что они готовились к поступлению несколько лет подряд, вот именно целенаправленно. И это, конечно, показало свои результаты, высокие результаты. Что касается других специальностей, еще хотелось бы отметить именно на специальность архитектура. Тоже очень много желающих, и многие поступили. На строительство точно так же. Остальные, и на очень хотелось бы отметить творческие специальности. Тоже творческие, тоже спрос очень высокий на них. И многие наши дети, выпускники тоже поступили, тоже достойно сдали все эти экзамены. Хотелось бы еще что отметить. Вот в Абхазии тоже есть также и колледжи, и желающих поступить в эти колледжи тоже увеличивается. Знаете, там, да, там особенно это с развитием туризма, это вот поварское дело. То есть они сегодня в гостиницах, в ресторанах очень, знаете, востребованы эти специалисты. Потом это специалисты по электроприборам, по еще там по ремонту автомашин, менеджеры по гостиничному делу. Там. То есть очень, знаете, тоже есть такая востребованность в сравнении с предыдущими годами. То есть все понимают, что диплом не всегда дает какие-то гарантии. Поэтому, как говорится, лучше освоить хорошую специальность, которая всегда ты будешь стабильно. В этом турбулентном мире ты всегда будешь уверен в завтрашнем дне. Действительно, успешное окончание вуза не всегда дает возможность найти достойную работу и достойную зарплату в Абхазии. И это хорошо, что вот такая тенденция прослеживается, что и молодые люди, и их родители мониторят ситуацию, понимают, что быстрее они найдут работу вот в сфере, не знаю,
технической сфере, чем, опять-таки, в экономической или юридической. Это тоже приятно радует, но, конечно, здесь должны два направления тоже равномерно развиваться. Это тоже, знаете, потому что нам нужны историки, нам нужны юристы. Естественно, это направление, безусловно, нужно развивать. Кто будет отстаивать наши интересы? Знаете, когда человек не знает свою историю или наша история не популяризируется, не пропагандируется, конечно, здесь будет страдать наша идеология. Да, поэтому, конечно, здесь все время нужно отслеживать, какие специальности более востребованы, что нашей республике больше нужно. Это очень важно. Но, конечно же, проблема у нас после того, как они оканчивают высшие учебные заведения. Они многие возвращаются, к сожалению. Но это опять-таки связано с тем, что даже если они здесь трудоустроятся, но у нас, к сожалению, очень низкая заработная плата. Это их тоже останавливает. Вот. Но, тем не менее, надеемся, что как-то политика государства поменяется в этом направлении. И наша молодежь, это одна лучшая молодежь, которая сегодня работает в другой стране, вернется когда-то и будут поднимать и развивать нашу инфраструктуру и экономику. Это, я так понимаю, вот одна из причин, почему государство не обязует студентов возвращаться по окончанию вуза именно в Абхазию. Ну да, потому что, во-первых, это связано с трудоустройством. Но надо отметить, что именно наши военные ведомства, у них тоже свои есть квоты. Это там по линии МВД, СКБ, Министерство обороны. И именно вот те, которые поступили по их линии, наши абитуриенты, они как раз-таки возвращаются из-за чего? Из-за того, что у них гарантированное трудоустройство. Да, и поэтому, конечно, вот здесь есть в этом смысле огромный плюс, надо отдать должное, что здесь наши дети возвращаются и работают. Да, может, не совсем тоже высокая заработная плата, но тем не менее это стабильность, это зарплата здесь повыше, чем у других госслужащих. Это тоже есть такой момент. И, конечно, какая-то есть перспектива тоже в дальнейшем. Распределением квот, выделяемых правительством Российской Федерации для Абхазии, занимается Россотрудничество и Минпросвещение Абхазии. Расскажите, как происходит этот процесс, как вы формируете эти квоты? Во-первых, обращаются в ведомство тоже, в наше ведомство, министерство, это Россотрудничество, они тоже формируют какие-то заявки, но в основном формированием занимается Министерство просвещения. Мы стараемся сформировать эти заявки с целью, во-первых, чтобы не ущемлять наши образовательные учреждения. У нас, слава богу, есть вуз, Абхазский государственный университет, в котором представлены все факультеты. Мы подаем заявки в основном на те специальности, которых у нас нет. Вот. И вот в первую очередь исходим из этого. Конечно же, есть у нас тоже квоты на юридический факультет, на экономические факультеты. Есть те, которые, допустим, есть в нашем государственном университете, но тем не менее их количество очень ограничено. В основном это, конечно, медицина, архитектура, это специальности, связанные с IT-технологиями. Вот эти, конечно, мы вот здесь подаем эти заявки. Я знаю, вот в прошлом году на гражданскую авиацию были заявлены квоты, и они не были востребованы, да, это правда? Да, так особо не было востребовано, потому что, знаете, уже не первый раз тоже вот говорили, озвучивали, что когда-то у нас заработает аэропорт. А здесь уже как бы мы видим, что это реально, вот это уже в сегодняшний день. И в этом году, конечно, количество желающих было гораздо больше. Не могу сказать, что очень много, но тем не менее, да. Они освоили эти специальности, многие, и, конечно, вот нам нужны наши специалисты. Был объявлен прием заявок на работу в аэропорт. Скажите вообще, какая ситуация здесь, какое количество заявок поступило к вам? Да, к нам обратились с помощью, чтобы мы принимали именно заявки, а эти заявки потом мы отправляли бы
руководителем этой организации. Да, возник вопрос, почему именно Минпросвещение должно этим заниматься. Ну, знаете, на базе наших колледжей мы хотят готовить наших будущих специалистов, постоянно там проводить с ними, готовить, повышать их квалификацию и так далее, именно на площадке наших колледжей. Ну, это больше было связано с этим. Вот. Ну и мы принимали и, естественно, отправляли руководство этой организации, этого аэропорта. И поэтому, конечно, там уже они проходили, отбирали нужных им специалистов, проводили там с ними собеседования. Ну и тем не менее, это тоже рабочие места. Какое количество заявок Вы знаете, поступило? за 2 недели, вот первые 2 недели, было больше 200 человек, это было 200 заявок. Очень было. И каждый день приходят с заявками. И по сей день это постоянно такой нескончаемый поток людей. Это говорит о том, что люди готовы работать, и главное, нужно организовать рабочие места. Ну, мы будем надеяться, что большая часть сотрудников аэропорта будет из числа граждан Абхазии, конечно. Так нам, во всяком случае, обещали, и мы надеемся, что это правда будут наши кадры, наши граждане нашей республики. Ада Алексеевна, какой процент студентов, окончивших российские вузы, не возвращаются в Абхазию? Такой вот четкой статистики у нас нет, но мы начали уже проводить, мониторить эту ситуацию. Мы собираем сейчас информацию и попозже, наверное, уже озвучим это. Да, но по нашим наблюдениям, конечно, сейчас можно только об этом говорить, немало наших выпускников, поступивших, окончивших российские вузы, не возвращаются к нам. С другой стороны, может быть, с одной стороны, это хорошо, они получают огромнейший, ценнейший опыт и вернутся сюда квалифицированные специалистами уже. Это с другой стороны. Но, как часто тоже бывает, они уже там навсегда остаются. Многие привязываются к этому месту, к месту работы. И уже, конечно, они приезжают сюда к нам просто уже, как можно сказать, гости. Насколько популярны наши местные вузы среди молодых людей и колледжи, насколько заполняются каждый год? В среднем, если так, в этом году 1900 человек окончили среднюю общеобразовательную школу. И из них, я сказала, в среднем 500-600 человек поступает в АГУ, около 400 человек поступает в СОИ, около 500 человек где-то поступают в наши колледжи. Это тоже по республике у нас 5 колледжей. Поступают, и где-то уже, вы видите, где-то там человек 300-400 уже остаются, но это те, которые самостоятельно едут и самостоятельно поступают в высшее учебное заведение. Здесь, конечно, по линии Россотрудничества нам несложно отследить, кто как поступает, и сколько человек, и как учатся, да, тоже. Но здесь те, которые самостоятельно едут, они, конечно, уже с ними нам посложнее, но тем не менее, там в районах, в школах, где они учились, они поддерживают связь, и уже от них мы будем получать информацию о том, о их местонахождении, место учебы. Возвращаясь к студентам, которые поступают в российские вузы, наверняка вы отслеживаете, какие успехи они делают, какое количество молодых людей не вытягивают учебу в российских вузах и просто их возвращают обратно. Их как раз-таки немного, потому что те наши выпускники, которые связывают свою учебу дальнейшую с вузами Российской Федерации, они всегда чаще всего подготовленные дети. Есть, да, которые, знаете, очень сложно им адаптироваться даже. Есть и такая категория, очень им тяжело адаптироваться, им тяжело жить в отрыве от своей родины, от своих родных и близких. Есть дети, которые, не оценили ситуацию, стали заложниками ситуации, стали слабее. То есть, знаете, оказались одни
как бы нету уже опеки той, которая была дома. И, естественно, некоторые расслабляются. Но, слава богу, их таких очень мало, и это все исправимо. Самое главное, что у нас все-таки хороший, у нас потенциал большой. Это дети, которые, знаете, надежда, наша надежда сегодня. К вопросу о качестве знаний, мы все время говорим о том, что рынок труда Абхазии перенасыщен экономистами и юристами, но при этом бывает проблематично найти грамотного юриста и грамотного экономиста. Ну, опять-таки, знаете, вроде бы их и немало, вот этих юристов и экономистов, но на самом-то деле таких высококвалифицированных много вы не найдете. Ну, во-первых, что значит высокий профессионализм? Это огромный опыт должен быть за спиной. Мало того, что ты знаешь теорию, но и все-таки ты должен иметь какой-то определенный опыт. Тогда уже вот ты как говорится, компетентен во всем, и ты востребован всегда. Но иногда я вот смотрю, из-за низкой заработной платы многие, например, в госструктуры не хотят сюда устраиваться на работу, но в частные такие какие-то учреждения, они с большим удовольствием, потому что они знают, что если ты хороший специалист, за тебя будут держаться и тебе будут оплачивать хорошо. Если говорить о системе образования, не хватает математиков. У нас не хватает специалистов по русскому языку и литературе. То есть тоже, как педагогических специальностей, то есть очень тоже немного, не все охотно идут туда на педагогические специальности, потому что устраиваться в школы, во-первых, это должно быть призвание раз, и во-вторых, это, конечно, должно быть высокооплачиваемо. Сегодня даже вот с развитием туризма многие наши учителя перешли, оставляют школу, да, и перешли работать, стали, в общем, в сфере обслуживания туризма и в гостиничном бизнесе, и экскурсоводами точно так же стали работать, потому что это гораздо прибыльнее, они могут в конце-то концов помочь своей семье таким образом. И ответственности поменьше. Довольно часто слышу о том, что школа не дает достаточно знаний, и приходится родителям, не знаю, откладывать отдельный бюджет на репетиторство. Как вы к этому относитесь? Почему такое происходит? Я училась в советский период, в советской школе, и моим родителям не приходилось нанимать репетиторов. Наверное, школа давала достаточно знаний для того, чтобы переходить из класса в класс. Я не говорю о том, что перед поступлением в вуз, да, репетиторов нанимают. Это понятно. Я говорю о том, что в младших классах даже приходится отдельно еще после школы возить ребенка к репетитору. Если сравнивать советское время, мы жили в индустриальную эпоху, и вызовы времени, да, эта советская система, она прекрасно справлялась, она отвечала, она реагировала, решала все эти вопросы. Школа сама решала все эти вопросы. Сегодня мы, конечно, живем в постсоветском пространстве, в цифровую эпоху. Цифровая эпоха ставит другие задачи. И школа, она довольно-таки, знаете, такой очень консервативный организм, она быстро не адаптируется под все вот эти изменения. И, конечно, все страны мира сегодня стараются найти наилучшую модель системы образования, и мы в том числе не исключение. Сегодня мы находимся на таком переходном периоде, когда требуется модернизация, когда требуется реформирование. Сегодня вроде бы шлейф от той советской системы остался, а по содержанию мы не изменились. Сегодня, да, конечно, требования другие абсолютно. Сегодня нужно научить ребенка адаптироваться в этом нестабильном мире, быстро приспосабливаться ко всем изменениям и его научить учиться и развиваться на протяжении всей жизни. Вы сами видите, сегодня одна ситуация, завтра уже другая, ты должен быстренько уже приноровиться по другое что-то. То есть вот эти навыкам больше научить.
Сегодня ребенок должен видеть целостную картину мира, а не какие-то разрозненные предметы. И поэтому мы должны преподавать так, чтобы ребенок видел, понимал причинно-следственные связи, видел целиком всю картину мира. И знаете, как-то, если вы помните, в советское время как бы преподаватель стоял в центре, он был источником информации, там какое-то ядро активное всегда, оно работало активно, а остальные как-то немножечко пассивно сидели и так далее. Сегодня надо менять это полностью, особенно у нас, так как наше самое главное, важное оружие – это образование. У нас каждый второй должен быть выдающимся ребенком, и нужно раскрыть потенциал ребенка. Для этого нужно меняться, должен поменяться сам учитель. Нужно изменить отношение вообще к образованию. Знаете, сегодня ребенок должен быть активным участником образовательного процесса. Он должен сам, знаете, ему не готовую формулу должны дать, а он должен сам подойти к этой формуле, сам должен прийти к этому, и сам должен прощупать, исследовать. И только тогда вот эти знания останутся с ним на всю жизнь. Перед нами очень много вызовов, которые нужно решать. К сожалению, сегодня на самом-то деле надо менять вообще все в целом, все в школе. Почему? Потому что когда с 1 класса родители ведут детей на занятия после уроков, это говорит о том, что, значит, школа что-то не дорабатывает. Но тут и вопрос в больших классах, когда педагог, учитель не может за один урок опросить и понять, насколько ребенок освоил новый материал. Да. Таких школ тоже не совсем много. Есть школы, где наоборот немного совершенно детей, а результативность тоже такая же. Поэтому, да, здесь все, знаете, все связано опять-таки говорю, с новыми подходами. Насколько сам преподаватель мастер своего дела. Говорить сегодня об изменении без реформирования заработной платы педагогов, конечно, мы будем стоять на одном и том же месте. Поэтому, конечно, здесь нужно начинать с этого. Хороший педагог должен получать достойную зарплату. Сейчас экзамены будут, да, уже в школах. В прошлом году какой уровень знаний показали дети и что вы ожидаете в этом году? В целом дети, можно сказать, они все готовятся. Кто-то готовится к математике, к точным наукам больше, да, и у них больше получаются эти точные науки. Кто-то более гуманитарные предметы у них больше получаются, и они, естественно, уже готовы к этим предметам. По-разному можно сказать. Поэтому, знаете, нужно, конечно, весь мир уже перешел давно на профильные классы. Нужно открывать эти профильные классы с, конечно, материально-технической базой. Ключевое здесь слово «хороший педагог». Без него и материально-техническая база ничто, и все остальное. Но если говорить о профильных классах, здесь, конечно, должна быть, опять-таки, заработная плата совершенно другая у учителей. Почему? Потому что это целенаправленно. Они должны готовить к поступлению к высшему учебному заведению. И, конечно же, такие преподаватели должны работать с каждым ребенком индивидуально. Это индивидуальный подход сегодня тоже очень актуален. Какие результаты вы ожидаете получить в этом году от детей на вступительном? Разные результаты. Например, у нас в прошлом году было 5 медалистов, в этом году уже 12. Да, 12 медалистов, 4 на серебряной медали идут. Это по республике, да. Очень много детей, которые не решились пойти получить медаль, но вместе с тем они завершают свое обучение в школе с отличием. Это тоже нас очень радует. Их тоже немало, таких очень хороших детей. У нас, опять-таки, очень талантливые дети, у нас хорошие учителя. Просто нужно организовать, нужно систематизировать, нужно поднять статус педагога и, естественно, как-то
реагировать на все вызовы времени. Ну вот вы говорили о профориентированных классах. Был же такой опыт в предыдущие годы. Что он показал? Результаты были неплохие, но недостаточно высокие, тоже, на мой взгляд. Да, многие из них поступали в вузы, но опять-таки это очень трудно, знаете, как бы так это практически, эту ситуацию нужно изучать хорошо. Знаете, раньше не было таких квот по Россотрудничеству, каждый поступал по своей какой-то линии, ну, своими силами, где-то у нас были свои лимиты. Сложно очень сказать. Но вместе с тем они не получили продолжения, эти профильные классы, и этот проект свернулся. Вот. Здесь, конечно, говорить нужно о качестве обучения. Очень высокое, либо это просто, знаете, будет все сделано для галочки. Если мы говорим о профильных классах, вот мы сейчас осенью собираемся открыть медицинский класс. Наши партнеры – это Российская академия образования, первый Сеченовский. На нашей базовой школе, у нас есть базовая школа министерства, это наша первая будет школа. Да, это такой у нас пилотный проект, но думаем, что мы так это очень, знаете, переживаем за этот проект, потому что качество обучения, здесь должно быть на первом месте. И для этого мы, конечно, вот должны поработать все вместе, чтобы здесь, конечно, дети могли спокойно, без репетиторов поступить. Это очень интересный проект. Да, С какого класса будет? Это после 9. На базе первой школы нулевой класс работает, и вы собираетесь там по новой программе. Да, и не только там в первой школе, но и вообще есть подготовительные классы по республике тоже, 79 в 79 школах на нашей республике. Вот. И мы вот сейчас вот новую линейку сейчас внедряем именно в абхазских классах и надеемся на положительный результат. Ну вот в тех местах, в тех школах, в которых мы опробировали, видим, что там дети довольны, и учителям тоже легко работать по этим учебным линиям. Я думаю, что мы сделали большой шаг. Это новые учебники, да? Да, это новый совершенно учебник. Да, совершенно новые учебники. Да, это И новый подход в обучении языку. новый подход в обучении к языку, да. Именно там акцент делается на слоговое чтение. Знаете, вот предшкольное именно и первый класс делится на две части. Это дослоговой период и послеслоговой период. И вот именно самое сложное для детей – это вот слить звуки в слоге. Это вот две буковки, да, казалось бы, вот слить в один слог – это очень сложная задача. Вот. И вот это постоянное, постепенное усложнение вот этого учебного материала. Одновременно у нас идут рабочие тетради, где они работают, там поверхность ламинированная, есть специальная ручка «Пиши, читай». Да, то есть ребенок может, то есть изначально там заложена ситуация успеха. То есть он может бесконечно там рисовать и делать до того, пока у него не получится. Потом в этой рабочей тетради еще и наклейки. Наклейки, то есть те буквы, которые они выучили, они должны найти среди этих наклеек, заклеить, еще должны попасть в рамочку. То есть это все делается двумя руками. Знаете, как говорят, что мозг ребенка на кончике пальцев расположен, да, моторика. То есть вот здесь именно мы акцент сделали на моторику. Мелкая моторика влияет на развитие речи. Естественно, этот букварь, он, знаете, полноценно не заработает без вот такого сопровождения. Помимо этого, вот еще хочу, это такой предмет особой нашей гордости, то, что ребенок сам себя оценивает. Там же есть наклеечки, звездочки, только одни звездочки, никаких флажочков или так далее. То есть одинаково. Он поработал в этой тетрадочке и себя оценил. Сегодня одну звездочку, завтра, если у него лучше получается, то 2 звездочки. То есть закладываются элементы самооценивания. Анна Алексеевна, что бы вы сегодня посоветовали абитуриентам? Я думаю, что те знания, их трудолюбие, целеустремленность,
дадут им возможность получить высокие результаты. Я думаю, что они на правильном пути. Наверняка родители чувствуют какие-то вот предрасположенность ребенка к чему-то и направят его в нужное русло. Я думаю, что, знаете, мы всегда своих детей поддерживаем, да и школа тоже старается поддержать. Школа тоже, это учителя, которые всегда поддерживали своих детей, всегда их тоже старались направить. Я думаю, что любой их выбор, это приведет к тому, что они себя тоже найдут, и это будет, конечно же, хороший ценный опыт для них в жизни. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам.